Выпускники педагогических специальностей сегодня выступают перед представителями образовательных учреждений районов и профильных министерств. У многих уже есть гарантийные письма или устная договоренность со школами, где они проходили практику. Резюме я раздал сегодня немного, так как я работал, имею опыт работы в 16-м лицее. И у нас с директором этой школы, лицея, была договоренность после окончания учебы, что я туда приду работать. Проходил практику в качестве учителя математики и информатики. И мне очень понравилось работать с детьми. Даже после того, как я ушел с работы, я заходил в школу, и мои ученики очень радостно меня приветствовали. Это было очень мило и очень трогало за душу. Они очень вспоминали и говорили мне свои успехи в учебе. Айдаш Сад уже является одним из успешных дизайнеров Тувы. Участвовал в различных конкурсах регионального и российского уровня. Оканчивает Кызылский пединститут по профилю технология. После окончания вуза, скорее всего, буду поступать в магистратуру или буду работать. Возможно, даже подам документы на контракт. На данный момент базовое оборудование у меня имеется. Возможно, в дальнейшем просто увеличу количество. Скорее всего, нужны швеи, потому что я сам могу раскроить и так далее. Но по поводу однокурсника могу сказать, что, возможно, я возьму. Среди выпускников есть и те, кто уже определился с выбором. Валерия Петрова из семьи педагогов собирается вернуться в родной Тандынский район в качестве учителя русского языка и литературы. Я из семьи учителей, из семьи педагогов. У меня мама, папа учителя. И, наверное, наблюдая за ними, я поняла, что это очень ответственная, во-первых, работа, очень творческая работа, потому что специальность у меня очень творческая. Русский язык, литература. И привить любовь к литературе без творчества, без актерского мастерства просто невозможно. И наблюдая за своим классным руководителем, учителем русского языка и литературы, я поняла, что это очень мне близко. И я пошла по стопам своих родителей и классного руководителя. В районах Тувы поддерживают молодых учителей и служебным жильем, и другими программами. К примеру, Пихемский район предоставляет выпускникам подъемные средства в виде единовременной выплаты в размере от 30 до 50 тысяч рублей. В Пихемском районе традиционно востребованные профессии – это у нас узкие медицинские специальности и средний медицинский персонал – это фельдшеры, медицинские сестры, медицинские братья. Плюс у нас востребованы являются профессии учителей английского языка, русского языка, математики, физики. Для молодых выпускников, молодых специалистов, которые приедут работать в наш Кажун, мы представляем все те меры поддержки, которые предусмотрены и государством, и непосредственно от нашего Кажуна. В 2021 году, например, представили служебное жилье для 3 врачей. Планируем в следующий раз предоставить служебное жилье уже именно для молодых учителей. Сегодня работодатели познакомились с выпускниками педагогического профиля. 1 апреля настанет черед выпускников других специальностей. Это сельхозфакультет, экономический, инженерно-технический и так далее. Для работодателей, которые не смогли попасть на очную встречу, но желают ознакомиться с резюме выпускников, есть портал «Факультетус». С сентября 2021 года начали работать именно с цифровизацией трудоустройства выпускников. И мы работаем через портал «Факультетус». Все студенты и выпускники, начиная с 1 курса, они уже зарегистрированы на данном портале «Факультетус». Работодатели могут зарегистрироваться как работодатель в данном портале и ознакомиться с резюме нашими выпускниками. У нас университет единственный в регионе по педобразованию. У нас почти все трудоустраиваются. У нас именно нет трудоустроенных педагогов. В настоящее время прошлогодних выпусков нет, они все работают. Особенно не хватает преподавателей математики, информатики и филологических направлений. Из 500 выпускников очной формы 200 человек в поисках работы. Остальные трудоустроены и одновременно обучаясь. Также есть те, кто продолжит обучение в магистратуре. Кто-то планирует служить в вооруженных силах Российской Федерации, а кто-то в декретном отпуске. Айдан Холу, Чайхан Дунга, Казамат Очур, Тува, 24.